В прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 20 июня. Крылья мечты. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В преддверии 21-й годовщины регионального общественного фонда расскажем истории тех, чья жизнь она изменила кардинально. Путь к знаниям. С самого начала хотел пойти по стопам отца, он заканчивал этот университет в 90-е годы. В чеченских вузах и колледжах стартовала приемная кампания. Какие специальности выбирают абитуриенты? На одной волне. Для этих собак не бывает выходных. Каждый день новые задания и вызовы. Свой профессиональный праздник отмечают кинологи. Как им удается достичь взаимопонимания с четвероногими напарниками? Чеченская республика вошла в десятку субъектов России национального рейтинга с наилучшим показателем инвестиционного климата 2025 года. Регион уже на протяжении нескольких лет демонстрирует высокие показатели в различных сферах социально-экономического развития. Вице-премьер правительства Рустам Шаптукаев прокомментировал для нас, по каким показателям формировался рейтинг. Недавно только объявили итоги рейтинга. Мы уже 4-й год подряд входим в десятку лучших регионов. В текущем году мы разделили позицию с таким очень сильно развитым промышленным регионом, с очень сильно развитым реальным сектором экономики, с Липецкой областью. Чеченская республика и Липецкая область разделили 8-ю позицию в указанном рейтинге, что, безусловно, благодаря всей вот этой выстроенной, активной, продуктивной, созидательной работе нашим главой, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и, конечно же, под очень чуткой координацией нашего председателя правительства, героя России Магомеда Хожахмедовича. Это более 70 показателей различных постоянно оцениваются. Из года в год мы улучшаем свои позиции. Поэтому туда входит ряд важных показателей для ведения и реализации бизнеса на территории региона. И чем больше мы упрощаем эту систему для инициаторов проектов, для уже реализующих свою деятельность бизнесменов, чем мы более упрощаем для них эту систему ведения бизнеса, тем наши позиции, конечно же, будут укрепляться из года в год. Приближается значимая дата – 21-я годовщина регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За эти годы он стал символом надежды и воплощения самых заветных желаний для тысяч людей. В преддверии этого события телеканал запускает цикл сюжетов, посвященных невероятным историям, где благодаря фонду мечты стали реальностью. Первые герои – семья Абубакаровых из Бердыкеля и вдова участника СФО Артура Мацаева. Лейла Муртазова о том, что даже самые заветные мечты сбываются. Артур Мацаев – один из тысячи достойных сынов чеченской земли, который на протяжении многих лет служил верой и правдой для своего родного края и народа, неоднократно защищал интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. За добросовестную службу отмечен большим количеством государственных наград. В ходе очередной командировки, получив тяжелые ранения, он погиб в возрасте 40 лет. إذا 2006 قاعدين بابين وإس بيوش أتتسيوش دين سا أحمد حجني أعداء غازة قبل دلتن تنشتي أخوتن ليال بوش دائما دا قتلت أحا سيبر بولكي دا بخارج تيجا سلوجيت يشوريز يختصو تيجا كونتراكت يازينا بريت شرع إسبوع تعبوا بيرسو تيكارتا يختصلت أعمينا بروني ديا بخاري شاتك سيبر بولكا ولتشينا سيريا دائما اسحنشكا ويجكا دائما ويقوم من ياشتشينا
قوديش أرتباج نيستاتشين ألرتو تا чухин, аж толстых ечин ваштаг аларцу. Супруга Фатима сегодня воспитывает 4 детей. И справиться с материальными проблемами, по словам женщины, ей помогает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который на постоянной основе всесторонне оказывает помощь и никогда не оставляет их в стороне. Как известно, благотворительная организация уделяет особое внимание сотрудникам военизированных и правоохранительных структур, а также их семьям. Тун беркат Таня, Аймани Нисиевна, Рамзан Хашса, Тунродо, Саар нашло. Массо мероприятий шкадук бери дог хаус, трюк хауш, бутон терго яшту, тон юшум лахто, штук массома, дерес хал аля солнца. Еще одна семья, которая нашла надежду на лучшую жизнь благодаря фонду, это Джан Чураевы. Глава семейства был тяжело болен и прикован к инвалидному креслу, из-за чего не мог самостоятельно зарабатывать. Они не имели свой кров и были вынуждены ютиться в чужом доме. Но, обратившись за помощью, им незамедлительно построили новое жилище со всеми условиями. Но после долгой борьбы за жизнь Али скончался. تخن شيء ده دينا أنا داس بخوا ده وشاده شا سويت سكتا ده وقت هردات على سودي درتن جو ترمير دقم دات اسمو خوش خانيق استبيست أقسم دال خستم بش دل ريس خل أيمانينا إدلي التريس خل واي بتشين رمضان أحمد كديروينا إشبات عرسوسن غير مسك جندوق يتصن جنده ما داتر. У региональных властей одна из приоритетных задач – это благосостояние граждан субъекта, и поэтому каждое семейное горе воспринимается как собственное. И для облегчения жизни людей прикладываются все усилия. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и помогает разным людям от многодетных семей до пострадавших от бедствий. Благотворительная организация успешно продолжает свою деятельность. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. 14 сентября 2025 года в 5 муниципальных образованиях Чеченской Республики пройдут выборы депутатов. Избирателям предстоит выбрать 80 депутатов в городские и сельские советы. Выборы будут проводиться как по пропорциональной, так и по мажоритарной системам. За их организацию и проведение отвечают территориальные и участковые избирательные комиссии. Ожидается, что проголосовать смогут более 85 тысяч человек. Это выборы депутатов городского совета города Гудермес, выборы депутатов городского совета города Аргун и выборы депутатов Шатойского муниципального района. Также две выборы пройдут в сельских поселениях. Это Новый Беной Гудермесского района и Гойчу Урсмартановского района. Общее количество предполагаемых мандатов на этих выборах 80. Общее количество участковых комиссий, которые будут задействованы на этих выборах, 60. Общее количество избирателей, которые будут включены в списки избирателей, это более 85 тысяч. Выборы уже назначены. С сегодняшнего дня уже решение о назначении этих выборов уже опубликовано. И можно считать, что избирательные кампании на территории Чеченской Республики уже начались. Политические партии, которые действуют на территории Чеченской Республики, действуют и функционируют, это 12. Из них 5 партий имеют право без сбора подписей участвовать, остальные имеют право участвовать на выборах путем сбора подписей в поддержку своих кандидатов. Командующий Северо-Кавказским ордена Жукова округом войск Национальной гвардии России Владимир Спиридонов в рамках рабочей поездки посетил Чеченское управление Росгвардии. В ходе визита он заслушал доклады ответственных лиц служебно-боевой деятельности территориального органа. По итогам совещания командующий поблагодарил руководство и личный состав за достигнутые результаты. После официальной части состоялась церемония награждения, на котором наиболее отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды. Владимир Спиридонов также посетил ОМОН Ахмат Грозный, где командир подразделения Анзор Бисаев вручил ему памятную юбилейную медаль. Вместе с тем гость осмотрел места дислокации сотрудников различных воинских частей, уделив особое внимание оснащению отрядов. Впереди у нас очень большая плодотворная работа. Впереди нам предстоит еще прийти к победе, которая складывается тяжело,
Но то, что мы ее достигнем, нет никакого сомнения. И в первых рядах, кто это обеспечит, это, конечно же, вы. 1605 бюджетных мест по программам высшего образования, 5 институтов, десятки специальностей, 3 из которых новые, открывающие уникальные перспективы. Грозненский нефтяной, как и все чеченские вузы и колледжи, сегодня распахнул свои двери для абитуриентов, начав приемную кампанию. Подать документы можно лично или онлайн, например, через госуслуги. На этом же портале можно будет отслеживать свои позиции в рейтинговых списках. А талантливых студентов ждет специальная стипендиальная программа стимулирования. До какого числа нужно успеть подать документы, выясняла Медина Мударова. С 9 утра в приемной комиссии огромная очередь из желающих получить высшее образование. Рахман Дунаев, высокобальник, закончил Грозненскую лингвистическую школу с красным дипломом. Теперь идет к своей цели стать программистом. Подал документы на факультет Института прикладных информационных технологий Грозненского государственного нефтяного технического университета. Я сдавал русский, физику и профильную математику. Профильную математику, физику сдал на 70 баллов, а русский на 75. С самого начала хотел пойти по стопам отца. Он заканчивал этот университет в 90-х годах. Есть цель не просто учиться, стать одним из лучших на своем потоке. Также в университете действует программа стимулирования талантливых студентов, согласно которой поступающие с высокими баллами ЕГЭ будут получать ежемесячную стипендию. От 195 до 200 баллов – 7 тысяч рублей, от 201 до 250 – 10 тысяч рублей и от 250 и выше – 15 тысяч. Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и среднее профессиональное образование. Здесь можно пройти все уровни обучения. В этом году список специальностей высшего образования значительно расширился. В рамках программы среднего профессионального образования есть это эксплуатация авиационных беспилотных систем, далее информационная безопасность автоматизированных системах и программа подготовки тренеров, спорт, направление спорт называется. А вот на программах бакалавриата и специалитета в этом году новое направление подготовки – это программная инженерия, информационная безопасность – это программа бакалавриата, и академическая безопасность – это программа специалитета. И еще программа бакалавриата – это подготовка специалистов в области медиаиндустрии. ВУЗ предлагает 1605 бюджетных мест по программе высшего образования и 330 по программе среднего профессионального. Перед поступлением будущего студента консультируют опытные специалисты. Их задача – помочь абитуриенту и дать информацию о каждой специальности и необходимым требованиям. Звонки в колл-центр принимаются ежедневно, уже с 15 числа даже. Очень много будущих студентов интересуются направлениями, какие документы стоит подать, на какие направления. И видно, что динамика будет высокая в будущем, но надеемся на это хотя бы. Нефтяной технический университет – кузница кадров для одной из ключевых отраслей экономики. Здесь готовят специалистов, востребованных на предприятиях по всей стране и за ее пределами. Неудивительно, что желающих поступить много. Приемная кампания – важный этап в жизни каждого абитуриента. Университет делает все возможное, чтобы этот процесс был максимально комфортным и понятным. Здесь все сделано для удобства абитуриентов. В холле университета они могут получить необходимую информационную поддержку. Здесь же расположена зона для распечатки документов и фото. Ну а для тех, у кого все еще остались вопросы по приемной кампании, на информационных стендах расположены брошюрки с QR-кодом, по которому можно перейти в телеграм-канал университета и получить всю необходимую информацию. График работы приемной кампании – будние дни с 9 до 18 вечера. Главное не ждать истечения срока и подать все документы вовремя. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Использовать материнский капитал для оплаты обучения ребенка стало проще. Теперь не нужно обращаться в социальный фонд. В рамках пилотного проекта по упрощению распоряжения средствами мат-капитала достаточно заключить договор с вузом, и заявление будет подано напрямую в электронном виде. Все детали изменений узнавала Эльвира Межидова. Материнский капитал – одна из самых действенных мер поддержки семей, которая действует в России с 2007 года. Образование детей входит в список направлений, на которые его можно потратить. Средства капитала могут быть использованы на оплату образования любого из детей, как родного, так и усыновленного. Важно, чтобы возраст ребенка был менее 25 лет на момент поступления в учебное заведение. Как распорядиться материнским капиталом на получение образования детей? Где подать документы? На которого из детей, из какого возраста? Именно сейчас, когда идет прием документов в учебные заведения, особо актуален данный вопрос.
Оплатить средствами материнского капитала можно не только учебное заведение, в котором учится ребенок, но и общежитие, образовательной организации, в котором он будет проживать на момент получения образования. При направлении средств на оплату проживания необходимо предоставить в региональное отделение социального фонда договор найма жилого помещения в общежитии, учебного заведения с указанием суммы и срока внесения платы и справку из организации, подтверждающую факт проживания обучающегося в общежитии. Сразу после рождения можно направить их на посещение детского сада или обучение по дошкольным программам. Распорядиться сертификатом для получения основного, дополнительного, среднего или высшего образования можно после достижения ребенком, на которого он получен возраста 3 лет. Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на обучение детей можно на портале госуслуг, клиентской службе регионального отделения Социального фонда России или в МФЦ. Вместе с заявлением необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, договор об оказании платных услуг или его заверенную копию. Договор обязательно должен содержать информацию о размере и сроках оплаты за обучение ребенка. Эльвира Межидова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Театре юного зрителя состоялся мастер-класс режиссера-документалиста Нанут Лисова. На творческой встрече собрались студенты филологического факультета Чеченского госуниверситета имени Ахмата Хаджи Кадырова и участники медиацентров. Ребятам показали фильм Тлисова «Клятва», после чего режиссер погрузил аудиторию в мир создания документального кино, делясь опытом и отвечая на вопросы. Событие стало возможным благодаря совместным усилиям Чеченского госуниверситета, Управления по кинематографии, Департамента образования столичной мэрии. Возможность окунуться в мир прекрасного появилась у ценителей искусства. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка «Анатомия духа» Зайны Эль-Саид. Яркая палитра эмоций, связанных с природой, историей и культурой Кавказа, нашла отражение в ее многочисленных картинах. Об экзистенциональных мотивах художницы расскажет Рабина Гайтиева. Мы рады приветствовать вас в мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова на открытии персональной выставки иорданской художницы Зайны Эль-Саид под названием «Анатомия духа». Проект стал частью масштабной программы, приуроченной к присвоению Грозному статуса «Культурная столица России-2025». Зайна Эль-Саид, художница черкесского происхождения, родом из Иордании. Начала свой путь увлечения каллиграфией и геометрией, но более 10 лет назад посвятила себя искусству коллажа. Сначала традиционному, а затем и цифровому. Для меня это очень важно, что я здесь сейчас. Я счастлива и благодарна, что многие чеченцы наслаждаются моими работами, как я их и героями мифологии и истории. В своих работах Зайна соединяет образы культуры, природы и архитектуры Северного Кавказа, создавая сюрреалистичные портреты, наполненные глубоким смыслом, символикой и сложной текстурой. Ее произведения говорят на языке, понятном каждому кавказцу, даже тому, кто никогда не был на своей исторической родине. Есть некоторые работы, которые ты чувствуешь, но не можешь объяснить, что это за чувство. Лично мне приходится создавать картины, которые помогут другим соотнестись или связаться с их домом через средства больше, чем просто проживание там. Помимо выставочной деятельности, Зайна активно обучает молодежь искусству цифрового коллажа, проводя мастер-классы в Иордании, Египте и Саудовской Аравии. Ее работы представлены в крупнейших культурных центрах Ближнего Востока, а теперь стали доступны и зрителям Чеченской Республики. Байсангур является частью цикла картин Зайны о героях Северного Кавказа. На ней изображен величественный мужчина, у которого продолжение руки представлено в виде орлиного крыла. И вся картина скрывает в себе тайные знаки и образы, которые хотела представить зрителям автор. Гости выставки отмечают эмоциональную глубину, высокую детализацию и необычную технику исполнения. Ее коллажи словно переносят другой мир, где переплетаются история, мифология и современность. Рассмотрев картины Зайны Эль-Саид, это вызвало у меня чувство гармонии, а также внутреннего равновесия, которое описывает всю ситуацию Северного Кавказа. И я хотела, чтобы почаще эти картины тут висели, чтобы каждый человек мог ощутить те же эмоции, которые сейчас я ощутила. Каждая работа на выставке – это диалог между прошлым и будущим. Через свои произведения Зайна Эль-Саид побуждает взглянуть на идентичность и наследие народов Кавказа с новой стороны. Рабиа Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика.
Выходные на пороге. Самое время планировать поход в кино всей семьей. Тем более, что большие экраны сейчас покоряет комедия «На деревню дедушки». Это трогательная кинолента, полная тепла, юмора и важных мыслей о прощении, взаимопонимании, семейных ценностей. Мой коллега Магомед Азиев уже успел посмотреть фильм. Прокат фильма набирает крупные обороты. Люди, до сих пор даже не интересовавшиеся российской кинематографией, приходят в кинотеатр только лишь для того, чтобы насладиться новым шедевром. Фильм «На деревне дедушки» – яркий пример того, что лента родных кинокартин ничуть не уступает зарубежной. Трогательная история о семейных ценностях, взаимопонимании старших и младших поколений и о важности связи между ними. Фильм погружает зрителя в сюжет с первых же минут. Нет интернета, мне нужен усилитель для Wi-Fi. Усилитель? Вот такой. Кино интригует своей эмоциональностью и приятными видами. Большой вклад внес актерский состав. Каждый великолепно отыграл свою роль. Он получил того внука, которого он заслужил. История простая. Не надо воспитывать детей, воспитывайте себя, они все равно будут на вас похожи. Вот он получил своего внука. Надо уметь прощать, потому что когда приезжает этот внук, вот это неприятие, перенос, как кажется ему, вины родителей на ребенка абсолютно недопустим. Но это процесс, и это надо уметь пройти и смириться. Вот в этом поступке, в этом умении понять, простить и извиниться обязательно. Созданный при поддержке канала России «На деревню дедушки» стартовал на больших экранах 12 июня по всей стране. Местами добрая, моментами даже наивная, но очень душевная комедия идеально демонстрирует самое известное противопоставление сельской глубинки и жизни в большом городе. Те, кому уже посчастливилось посмотреть фильм, отмечают, что это одна из лучших кинокартин для семейного просмотра. Я думаю, стоит сходить людям посмотреть, потому что это новый такой жанр, который впечатлит зрителя. Мне понравилось, я ходил с семьей, и мы остались в восторге. В современном мире, где популярность техногаджетов с каждым днем только растет, такие ностальгирующие фильмы напоминают молодым о важности семьи в их жизнях. И что не грех, хотя бы иногда отложить телефон и взглянуть на окружающий мир без призмы камеры и порадоваться жизни. Магомед Азиев, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. От задержания преступников и патрулирования улиц до поиска наркотиков, взрывчатки и досмотра автомобилей – это малая часть задач, которые ежедневно выполняют служебные собаки. 21 июня в мире чествуют тех, кто стоит за их удивительными навыками кинологов. В этой профессии существует множество специализаций – поисково-спасательные, охранные, лечебные и даже спортивные. Особенностями службы в кинологических подразделениях поделится Лимда Джамалдинова. На этих площадках ежедневные тренировки, поиск запрещенных веществ, обнаружение взрывчатки, сопровождение специальных операций. Здесь нет случайных движений. Каждый шаг четвероногих под контролем. Команды кинологов звучат четко и точно. Вот как действует обученная собака при обнаружении взрывчатого вещества. Она не лает, не трогает предмет, а просто садится рядом. Это и есть сигнал специалисту. Кинологическая служба в Чеченской Республике функционирует с 2001 года. На территории комплекса вся необходимая инфраструктура, здание аналитической лаборатории, где проводят предварительную проверку найденных веществ, карантинный вольер для временного содержания зараженных вирусом животных, отдельное здание для мойки и сушки собак. Все условия соответствуют нормам ветеринарного и санитарного контроля. В Центре кинологической службы 89 специалистов-кинолога, 90 служебных собак из разных пород. Немецкие овчарки, бельгийские овчарки, лабрадоры. Наши специалисты-кинологи проходят курс обучения специализированных учреждений МВД Россия, в частности, Ростовская школа служебно-розыскное собаководство. Наши специалисты-кинологи участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся в Чеченской Республике, культурную и массовую. Хотим выразить благодарность Аймане Несиевне и фонда имени Ахмада Хаджи Абдулхамедовича Кадирова Далгазу Ахтхобалдойцун
Нашему главу Героя России Рамзану Ахматовичу Кадыру отдельно благодарна за все, что он делает для нас и нашего народа. Дай Аллах Той, дай Алшой Пача. Собака на службе не просто исполнитель, а живой организм. Физические и психологические нагрузки требуют постоянного медицинского сопровождения. За состоянием каждого животного следит специалист. Здесь же на базе комплекса действует ветеринарная клиника со всем необходимым оборудованием. После первичного осмотра в процедурной комнате пациент проводится сюда. То есть здесь делается визуальная диагностика, то есть также ультразвуковая диагностика. То есть мы делаем УЗИ, в общем, вот наша УЗИ-аппаратура, и таким образом зачастую у нас болезни бывают как бы болезни кишечника, и также, в общем, некоторые наши люди не знают, но у собак тоже довольно часто бывают болезни сердца. Каждое животное здесь относится к отдельной специализированной группе. Есть собаки, которые работают на задержаниях, другие на поиске наркотических веществ, третьи на обнаружении взрывчатки, осмотра местности и так далее. Подбор осуществляется индивидуально, по темпераменту, способностям обоняния и устойчивости к стрессу. Для этих собак не бывает выходных. Каждый день новые задания и вызовы, но вместе со своими кинологами они снова и снова доказывают: лучший друг человека не только дома, но и на службе. Работа кинологов востребована и в период проведения массовых мероприятий, в том числе и на выборах. Перед открытием каждого участка кинологические службы проверяют помещения и прилегающие территории. Любой избирательный процесс – это огромная работа, особенно важное значение имеет обеспечение безопасности на избирательном участке в любое время, когда идет любой избирательный процесс. Служба кинологов имеет немаловажное значение. Дело в том, что они перед тем, как мы открываем участок, проводят полную процедуру проверки с собаками всего здания на наличие какого-либо инопредмета. Здесь не бывает случайных людей. Служба – это вызов, ответственность и доверие. Плечом к плечу человек и собака. За каждым успехом сотни часов тренировок, мгновенная реакция и высокая степень профессионализма. Пожалуйста, Лило, что хошу, харкуняла бухтка, чудин Лило, что сэр, Ростовя, диша дан, сега. Бахта диша дешта диан торасто российские соревнования участвовать до Адам Шара второй дел дворцига. Кинологическая служба – это не просто силовое подразделение, а ежедневная работа ради безопасности, надежности и умения действовать в любых условиях. Это, безусловно, преданность делу. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах ВНХ в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.